этим человеком в одном коллективе, и скажу вам, что он не учитель. Он не учитель, но он преподаватель, он даже педагог от Бога, скажем так. Потому что когда ты видишь, как он ладит и общается с детьми, позавидует даже любой школьный учитель. Хотя в жизни он самый обыкновенный водитель школьного автобуса. Это Герасимов Павел Семенович. Итак, но в зале еще он не один пришел, Павел Семенович, он пришел с очень близким и родным человеком. Также это преподаватель русского языка и литературы Герасимова Елена Семеновна, которая... Теперь, вот пока я сейчас не задаю вопрос Павлу Семеновичу, я хочу задать вопрос вам, дорогие зрители. Да? Скажите мне, пожалуйста, какая любовь самая нежная, добрая, не похожая ни на что другое? Что это за любовь? Первые говорят дети. Любовь матери, совершенно верно, это любовь матери. И вот когда читаешь и вчитываешься в стихи Павла Семеновича, а он настолько тонко пишет именно о маме, это просто душу раздирает. Некоторые стихи настолько прям со слезами читаешь, тем более когда человеку есть что вспомнить. И, Павел Семенович, скажите, пожалуйста, вот когда вы вообще пришли в поэзию? Ваши стихи прекрасные, и мы знаем, что, я знаю, да, что вы печатаете вот в таком вот сборнике альманахов. Ну, расскажите сами слова. Ну, как бы, я как в Дневном канале пытался писать в 9-10 классе. Я выпускник первой школы Арской. Вот. Ну, там мне, значит, потом я попробовал отправить свои работы в газету. Ну, там прислали ответ, мол, постарайтесь, поработайте. Мне это хватило, тогда молодость, дозор. Тогда думаешь, что эти чувствами, ну, я все сжег. И через 40 лет, когда работал водителем в моей школе, там коллектив большой, учителя, дети, дороги, новые знакомства. И вот там я, видимо, проснулся по новой. И вот начал потихоньку начал писать. Мои работы ВКонтакте есть, Герасимов Павел. Также вот через ВКонтакте меня пригласили в поэтическую группу, называется «Поэзия пары в душе». Они мои стихи поглядели и меня пригласили вот в редактор книги. Вы же в 2 номерах, да? Да, вот 2 книги, вот, в которых я участвовал. Ну, там то, что хорошо, то, что там много, там 35-36 авторов есть, ну, любой выбор стихи. Вот, что еще? Ну, стихи как пишутся? А не так вот, скажем, вот, ты сел в сочинении, написал домашнее задание и делал. Нет. Вот если, как говорят, придет тебе сверху, ты хоть где, ты хоть на работе, хоть дома, ты хоть в бане, хоть сиди, да, вот тебе приходит, все, надо брать ручку в руки, надо записывать. Вот, так я и делаю. Если что-то приходит, я что-то напишу где-нибудь, у меня может быть и на кухне там листочек, и в спальне листочек, может быть, это по-всякому бывает. Но если ты... Нет, теперь я стараюсь не вставать ночью. Вот поэтому вот так вот. Ну, наверняка мы, наверное, будем читать, Елена Семеновна прочитает, потому что писать одно, а читать так хорошо с дикцией, ничего не глотает, это может только филолог, наверное. Но я тоже, наверное, прочитаю по стихотворению. Ну, вот Елена Семеновна, если можно. Дело в том, что, наверное, один человек повлиял на наш жизненный и творческий путь. Это Капралова Любовь Николаевна, наша учительница, его и моя учительница. Дело в том, что когда он в школьные годы начал писать стихи, помогала ему Любовь Николаевна, молодая, с маленькими детишками. Они приходили с товарищем к ней домой. Товарищ смотрел за этими детишками, а она сидела и корпела над его вот этими стихами. Я думаю, что и вот на мою судьбу тоже она же повлияла, потому что я же стала учителем русского языка и литературы. Но
Я вот сама не пишу, я учитель русского языка и литературы, я могу править, я могу сказать хорошо или плохо, но ни одной строчки написать я не могу. Все-таки это талант. Вот он должен быть, талант этот. А мне, как говорится, Богом этот талант не дан. Я могу прочитать, но написать я не могу. А то, что он начал писать вот буквально последние... То, что вот это вот появились вот эти сборники, это буквально 2-3 года тому назад, наверное, началось все. А писать он немножко начал раньше. Он написал, как так это не особо-то нам показывал. Но я думаю, что это все-таки вот жизненный опыт, он заставляет, видимо, повлиять вот на написание этих стихов. Когда мы в школе говорим с детьми, то мы всегда говорим так: ребятки, вот мы будем разбирать с вами те или другие произведения поэтические, мы обращаемся к биографии поэта и говорим, что не может вот он что-то так написать, помимо того, что с ним происходило. То, что происходит в жизни любого поэта, это не может не повлиять на его стихи. И я вот думаю, вот это повлияло. И поэтому я хочу прочитать те стихи, ну, которые мне не то что вот больше всего нравятся, а те, которые, как мне кажется, повлияли вот какие-то биографические моменты жизни, его жизни. Появились внуки, и появилось такое стихотворение. Сыночек, в нашем доме солнце круглый год. То поет, то сладко спит в кроватке. Иногда и нам спать не дает. А какой чудесный он и сладкий. Счастье мое рядышком со мной, глазками мне душу согревает. Мой сыночек, папочка второй, счастья больше в жизни не бывает. Ты расти, родной, на радость нам, крохотуля, рыцарь наш отважный. Я молюсь на свете всем богам за тебя, мой миленький и славный.